Всем привет, это снова «Городские истории». Сегодня мы расскажем вам об одной из самых старых библиотек в городе. Точнее, это третий филиал городской библиотеки имени Герцена. Он появился в 1919 году, в январе. И сегодня мы вам расскажем об этом чуть подробнее. Светлана Дмитриевна, здравствуйте, во-первых. Расскажите, пожалуйста, ваш филиал, насколько я знаю, наверное, самый старый в городе, да, не считая центральной библиотеки? Ну, мы вообще-то, наверное, от Нового года, 1919 года. Ну, я могу сказать сначала стихами нашего читателя и известного нашего поэта гомельского Владимира Николаевича Живнова. Он написал для нас: «19-й год в прошлом веке, так давно, а как будто вчера, родилась у нас библиотека, деловита, скромна и мудра». В 1919 году, именно 19 января, была национализация библиотек. И уже тогда, по архивным данным областного нашего архива, у нас уже была библиотека и состояла 1200 книжного фонда. И на тот период, это тоже все у нас по архивным данным, был один человек, и, фамилия его была Какузин. К сожалению, имя, отчество, нету, потому что, нигде в документах в архиве не нашли имя, отчество этого человека. После этого, в 20-х годах, библиотеку передали на фабрику «Везувий». И на тот период уже, расширился штат, было 3 человека. Естественно, там был уголок, где люди, вы сами понимаете, в этих годах боролись за то, чтобы люди учились читать, смотрели последние новости в стране, И, конечно, посещаемость уже увеличилась. Примерно у всех подобных учреждений судьбы сложились одинаково. Грянула война, с фондом пришлось распрощаться, библиотеку вывезли в Казань. Фонд библиотеки был частично вывезен в Казань, частично он был разграблен, и вторая часть – это люди забрали себе домой. После войны, к сожалению, из Казани фонд не вернулся. И восстановление библиотеки – это было на тех книгах, которые люди возвращали, что смогли, сохранили. На улицу Ильича библиотека переехала уже в 1959 году и снова начала набирать силу. Скажите, а в 2019 году, когда она только-только появилась, вы же сказали, что в Везувий она потом переехала. Да, в 20-х годах. Да. Но там, понимаете, стоит вопрос, стоит такое под документом, что она была в доме Лицмана. Да, мы пытались, мы не только, по архивным документам, мы из своих старожилов, но это где-то недалеко на Ильича. А так даже, понимаете, одни говорят, именно здесь она находилась, некоторые даже, таких полных данных нет. Просто что она существовала, а конкретно уже в 20-х. Потому что, знаете что, архивные документы, они же тоже не все сохранились. Мы делали запрос в национальный архив города Минска, но, к сожалению, там, не было у нас информации о том, что, о нашей библиотеке. Хотя мы знаем, что до 2019 года, она существовала. То есть сами работники областного архива нам помогали, и мы сделали такой запрос. Скажите, наверняка же есть старожилы, да, или какие-то, может быть, совсем старые читатели, старые не в смысле возраста, которые очень часто сюда ходят и давно. Может быть, они что-то рассказывали? Да, мы собирали это по крупицам, и будем говорить мы в основном с нашими, работниками, которые в то время, в 60-х годах, именно работали. То есть, в сентябре 1946 года здесь стала заведующей Мила Владимировна Равич. И она проработала 30 лет, заведующей этой библиотеки. Мы с ней встречались. И по крупицам они нам отдавали еще, такие люди, которые тоже около 30 лет отработали здесь. Это Двоскина Буся Моисеевна и Белая Валентина Владимировна.
Вот, мы все это как бы в истории нашей библиотеки собираем. И, естественно, те документы, которые они отдали, как бы именно фотографии, потому что, сами понимаете, в то время не так часто фотографировались, как сейчас. Вот, мы это бережно храним. Естественно, если библиотеку основали еще в 1919 году, наверняка здесь сохранились какие-то раритетные издания. Скажите, в библиотеке на сегодняшний же день, пусть ее фонды вывозили в Казань, и не все вернулось, точнее, наверное, ничего не вернулось, но тем не менее, ведь есть какие-то раритетные издания, действительно, да, интересные? У нас есть такие книги, которые на сегодняшний день, это конец, получается, 19 века и начало 20 века, это уже сегодня является раритетом. И, конечно, что я могу сказать? С Казани, конечно, книги не приехали к нам в Гомель, но я уже говорила, что все-таки часть этой библиотеки люди забрали себе домой, и все, что смогли сохранить, они потом возвращали. Книги приносили сами читатели. Со временем, конечно, стали выделять деньги, и фонд расширяли уже и сотрудники. Расскажите, то сейчас библиотека носит имя Евдокима Романова, правильно? Да. Как это произошло? Как библиотека получила это имя? Это ученый, этнограф, фольклорист. И мы не смогли пройти мимо этого имени, чтобы не увековечить его. Вот. И мы подали запрос, чтобы нам, дали, присвоили имя это для библиотеки. И с 93-го года мы носим имя Евдокима Романова. Уже позднее на фасаде здания появилась мемориальная доска. Мы работали и работаем, продолжаем работать по краеведческому направлению. Вот. И к очередному юбилею Евдокима Романова мы организовали такой уголок этнографический, который вот сейчас находится сзади меня. Вот. Здесь у нас тоже это все, что мы здесь собрали, это наши читатели. Вот. Предоставили. И когда мы проводим, мы обязательно детям рассказываем, для чего и как это использовалось раньше в хозяйстве. Вызывает очень большой интерес. И даже у учителей. Мне кажется, это должны люди знать и не забывать. Библиотека – это не просто место, куда можно прийти и почитать литературу. В жизни и таких учреждений случаются действительно значимые и необыкновенные события, как, например, в 1994 году. В 1994 году в нашей библиотеке были гостями Рагурпё Радулин и Василий Быков. Этих людей знают, наверное, все у нас в Беларуси, и нам очень приятно это рассказать. Запомнились на тот период, Василий Быков был немного простужен, и он был очень молчаливый. И, естественно, хорошего настроения не было, когда человек плохо себя чувствует. А вот Рагурпё Радулин, он был очень веселый, и мне очень запомнилось, что он очень много читал вершев на белорусской мове и все время шутил. Это было очень здорово. Он очень позитивный человек. Это мне запомнилось. Может, они оставили что-то на память здесь? Да, они оставили нам автографы. Так сложилось, что сегодня библиотека – это еще и место нравственного воспитания, как любят сейчас говорить. Мы с нашими основными читателями проводим такие вечера, которым очень нравится. Это обычно за столиками, с чашечкой чая. И с сотрудниками библиотеки, естественно, разрабатывается сценарий с конкурсами, с какими-то интересными обязательно, так как мы библиотека, в каждом мероприятии мы стараемся какую-то информацию подавать, чтобы это было не просто развлекательные. Естественно, работаем с детьми. С детьми мы работаем, я уже говорила, по краеведческому направлению. Потом обязательно мы затрагиваем негативные явления. Сюда мы совместно работаем с отделом внутренних дел Новобелецкого района, с Центром социального обслуживания, тоже Новобелецкого района. Нам помогает администрация Новобелецкого района, отдел идеологии. Очень долго мы сотрудничали с областным архивом. И очень у нас тесные и хорошие отношения. Это с храмом Александра Невского.
отцом Владимиром. Вот, и на следующий год у нас вот планируются такие вот беседы именно значит, с преподавателем Игнатович Ириной Валентиновной, ну, с детьми. Мы специально берем один класс и вот ведем его так, знаете, темы очень интересные, наподобие, что такое война, как почитать старшее поколение, вот, и многие другие темы. Сегодня библиотека – это более 60 тысяч экземпляров, в том числе газет и журналов. Это несколько просторных залов, приветливые и вежливые сотрудники. Но прежде всего это место, где границ человеческой фантазии просто не существует. Люди всегда ходили и сейчас ходят именно сюда для того, чтобы вот поговорить. И именно с, ну, я не знаю, притронуться, наверное, к бумажному носителю. Я все время говорю, что, знаете, ретро возвращается. И сейчас модно читать. Да, и как бы, знаете, я так думаю, что к этому мы придем, будет модно читать не с электронной книжки, а именно с книжки, которая шуршит страничками.